Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Павел Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, опытом преподавания татарского языка в вашей школе. Как это происходит? Вот самое главное, что мы видим в преподавании татарского языка, это чтобы его учили все дети, вне зависимости от национальности, татары или русские. Мне кажется, что очень важно, чтобы детей не делили по принципу вот, ты еврей, ты татарин, ты русский. Разумеется, каждый сам для себя может себя кем-то идентифицировать. То есть в семье мы говорим на том языке, на котором нам приятно, естественно. На улице с друзьями мы говорим с теми, с кем нам хочется. Не надо, чтобы снаружи нас делили по какому-то признаку. Вот в этом смысле эта ситуация немножко похожа на ту, что, мне кажется, неправильно делить детей на мальчики и девочки. Делить детей в школах. То есть вообще понятно, что мальчиков учат немножко по одному, девочек по-другому. Они, естественно, все немножко разные. Но вот делать отдельные школы для мальчиков, мне кажется, неправильно. Это, разумеется, возможно. Но при этом накладываются определенные ограничения. Человек развивается не так быстро, не так красиво, мне кажется. Человек развивается красивее в очень разнообразной среде. В этом смысле, мне кажется важным, вот если бы в школе были одновременно с обычными детьми, скажем, инвалиды-колясочники, это тоже было бы правильнее. Дети бы чувствовали, как надо к ним относиться. Когда появляются в школе иностранцы, это тоже нормально. Когда в школе есть младшие и старшие, и когда общение между ними также естественно. Вот когда я был маленьким, мне было, наверное, лет 9. Просто это была младшая школа. Я помню, как нас тогда учили татарскому. И тогда тоже учили неправильно, как мне кажется. Вы знаете, это для того, чтобы татары учили татарский ставили в середину дня. И вот русские мальчишки шли играть в футбол, а дети татары сидели за учебниками. И знаете, вот мы сидели, мы были часто, мы играли в футбол, а дети татары чувствовали свою неполноценность, что им нельзя играть. А для ребенка, когда ему запрещают играть, это страшно. Поэтому о часах можно разговаривать, сколько их надо вести. Вот я помню в самый такой трудный момент, в октябре 17-го, когда нас собирали прокуроры вместе с руководителем образования и требовали, рисовали на доске дорожную карту, показывали все это на проекторе, как мы должны немедленно в течение 2 месяцев зимой, в декабре, уволить 3/4 учителей татарского. Это была страшная картинка. Это говорило как раз о том, что вот наши чиновники, они старались как можно больше понравиться Москве. Не было прямого приказания к такому-то числу сделать то-то. Дело в том, что мне кажется, что в школе все должно делать спокойно, неторопливо. Вообще национальные вопросы – это такие вопросы, в которых надо делать все не спеша, спокойно, не торопясь. Все мы знаем, как много проблем было тогда, когда была тяжелая ситуация в Нагорном Карабахе, когда вот сейчас проблемы в Украине, много разных других ситуаций. Да и за рубежом полно таких ситуаций. Квебек в Канаде, там тоже были времена, когда было все непросто. То есть, если национальные вопросы решать не торопясь и спокойно, тем более в школе их можно решать летом, когда летние каникулы, нам, директорам школ, велели переписывать учебные планы 4 раза. Были указания министерства, потом указания прокуратуры, потом снова указания министерства, потом снова указания прокуратуры. И директора сидели вечерами, ночами, заучим переписывали учебные планы. И все это очень некрасиво. Вот. Мы поступили цивилизованным путем, мы подали в суд на прокуратуру, которая вот таким образом мешает детям учиться. Ведь это же было как? Это было то, что прокуроры приходили в школу и начали расспрашивать детей в отсутствие родителей. Это неправильно. Вот. И мы сохранили так нагрузку учителей и детей до конца учебного года, потом мы перестроили в соответствии с тем, как это полагалось сделать. То есть мы считаем, что закон соблюдать надо. Но одно дело дух закона, другое дело буква закона. И третье, насколько быстро, насколько жестко его надо соблюдать. Одно дело, когда есть опасность для жизни кого-то, тогда понятно, если преступника ловят, надо, может быть, в квартиру войти, еще что-то делать такое серьезное. Но когда речь идет об образовании,
надо делать все медленно и спокойно. И это должны делать уж ни в коей мере не прокуратура, а органы, которым полагается этим заниматься, и у которых есть соответствующее образование у представителей. То есть есть психологи, есть районное отдел образования, есть Рособорнадзор. Вот. Часов у нас по-разному, в разных классах. В некоторых классах 1 час в неделю, в некоторых классах 2 часа в неделю, в некоторых классах 3 часа в неделю. То есть ситуация разная в зависимости от нагрузки детей. Обратите внимание, в зависимости от нагрузки детей, а не в зависимости от национальности. То есть любой ребенок вместе с родителями или вместе с учителями может пойти на кружок или вместе с родителями поговорить, может увеличить свою нагрузку по родному языку. И школа, разумеется, в этом ему поможет. Но школа сама по себе не должна делить детей, что татары идут налево, а русские идут направо. Вот это является неправильным. Ну и мы постепенно начали какие-то использовать новые вещи. Ну, точнее сказать, есть вещи хорошо забытые, ведь много лет говорилось о том, что у нас в республике необходимо использовать коммуникативные методики. То есть не учебник читать. Представляете, 1 класс, мама русский, мама русская, папа русский, ребенок русский, открывают учебник, и там ни слова по-русски. А родители помочь ребенку не могут. Хотя рядом татары. И в школе, и в дворе, и в подъезде много людей, которые могут в этом помочь. Поэтому прежде всего надо читать стихи, петь песни, смотреть мультфильмы, встречаться с учеными, которые говорят по-татарски, слушать рок-группы, которые поют на красивом татарском. Есть много, в конце печь татарские блюда, приносить их, устраивать день чак-чак или что-то. Вот мы все это используем. Был трудный момент, когда вот в октябре, ноябре, декабре, когда общество под давлением определенных структур было немножко расслоено, некоторые родители запрещали своим детям учить татарский язык. И опять же, нельзя в таком случае нас требовать, нельзя сообщать детскую комнату милиции, еще куда-то. Это неправильно. С детьми нельзя бороться. Что мы делали? Мы увеличили количество мультфильмов на татарском. Еще увеличили количество песен. Если весь класс смеется над детским мультфильмом, те 2 ребенка, которые стоят в коридоре, они возвращаются в класс. И поэтому даже те мамы, которые возражали, через некоторое время, когда увидели своих детей на сцене, поющими русские, английские и татарские песни, всем классом, они были счастливы. Есть такой очень важный момент, что для родителей, как мне кажется, счастье ребенка дороже их педагогических взглядов. Если они видят, что ребенок улыбается, радостен и счастлив, то они начинают задумываться, а все ли правильно в их педагогической картине мира. Дело в том, что мы знаем такую присказку, что учить и лечить люди могут лучше, чем профессиональные учителя, профессиональные врачи. И вот в эти минуты как раз родители задумываются, правильно ли они делают, когда делают то-то или делают это. Вот, наверное, так примерно устроен татарский язык. Важно, что для всех, и важно, что в радость. А много ли желающих среди русскоговорящих учеников учить татарский? Понимаете? Может быть, в процентном соотношении как-то назовете? Понимаете, тут немножко по-другому вопрос надо ставить. Вы знаете, Владимир Владимирович Путин когда-то сказал такую фразу, которая цитировалась гигантское количество раз в Ешкарале летом 17 года, о том, что нельзя заставлять ребенка учить чужой язык. Фраза была сказана, учитывать ее надо, сказал глава государства. Но при этом надо понимать, что английский язык для нас также является чужим. Если строго следовать тому, что прямо жестко сказано, и не думать над тем, что было сказано, тогда получается и английский нельзя заставлять учить. А ведь мы заставляем детей учить английский. Можно идти дальше. Может быть, не надо заставлять детей учить математику, но ведь все родители знают, насколько нужна математика. Все родители знают, что ребенок должен быть не просто счастлив, но еще и готов к будущей жизни. Поэтому взрослые люди сами расставляют приоритеты. И расставляют их так, чтобы было разумно. Поэтому, мне кажется, нельзя ставить на разные полочки татарский и английский, например. Английский и математику. Необходимо в разумной мере все это делать. Поэтому, когда мы говорим о желании, мы говорим о кружках. У нас в школе около 50 кружков. И у нас есть, например, кружки татарского языка, тоже есть немного, но они есть. Есть кружки математики, биологии, химии, самые разные. И вот здесь мы спрашиваем желание детей. А есть школьная программа. И в рамках этой школьной программы есть некий минимум математики. Вот у нас есть классы математические и не математические. В математическом классе очень много часов математики для тех, кто это хочет. В биологическом классе, у нас 9-й биологический класс, есть там добровольно собранные ребята, которые хотят много заниматься биологией. У них официальная биология, может 2 или 3 часа в неделю. Но еще неофициальные, но в которые они согласны и дети, и родители, и учитель, еще около 7 часов. Естественно, это идет добровольно, но обязательно.
потому что об этом договорились. Также мы договорились с татарским языком. Мы обсуждали это с детьми громадное количество раз, и с родителями большое количество раз. И некое минимальное количество татарского у нас внедрено в программу в обязательном порядке. Мне кажется, это очень важно. А скажите, пожалуйста, вот именно в процентном соотношении в числах, как это может, есть какая-то информация? Я еще раз говорю, у нас все дети учат татарский язык. Понимаете, вот это чрезвычайно важно. Мы же обсуждали это с детьми. И если были дети, а такие были, которым мама... Обычно это происходит именно по желанию родителей. Потому что дети, они нормальные, они хорошие, они добрые. И с ними всегда можно договориться. Не всегда можно договориться с родителями. Потому что некоторые родители имеют жесткие позиции, и договориться с ними трудно. И вот в этом случае как раз мы и проводим многочисленные беседы. А с детьми мы просто договариваемся обо всем. И в итоге, когда мы обо всем этом договорились, у нас есть школьная программа. Из школьного компонента мы тратим некоторое количество часов, причем небольшое, но важно, что для всех. И еще такой вопрос возникает. А что дает русскоговорящему ребенку знание татарского языка в Татарстане? Ну, тут два вопроса. Во-первых, знание любых языков полезно. Поэтому у нас в школе придется много иностранных языков. У нас есть французский, немецкий, они включены в программу, появляется второй иностранный язык в школах. Все это у нас есть. У нас есть испанский язык, у нас есть китайский язык, у нас появляется, вот сейчас нет японского, но летом был, и, наверное, скоро снова будет японский язык. У нас есть много языков внедрено в программу, и это очень важно. Это вообще, говорят, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Это означает, что с людьми разных культур ты можешь говорить на их языке, ты можешь читать произведения великих писателей в подлиннике. Это одно. А другое, каждый следующий язык облегчает тебе понимание предыдущего. Учить два языка, это означает, ты каждый из них будешь знать лучше. Учить 3 языка, значит, каждый из них ты будешь знать лучше. Вот. Ну и, наконец, в Татарстане. В Татарстане такой момент, причем, мне кажется, это нам повезло, что у нас есть республика, в которой русских и татар примерно одинаково. То есть в других республиках, где есть национальное меньшинство, это сделать намного труднее. Там, мы знаем, это не секрет, что где-то как-то трудно сделать так, чтобы бесконфликтно это шло. А когда вот мы уже 5 веков живем вместе, и все вот проблемы, которые есть межнациональные у нас в республике, они привносятся извне откуда-то. Есть экстремисты, их мало, но они есть. Есть какие-то жесткие вещи в зарубежных государствах. Это все есть. Но внутри у нас все хорошо. У нас в каждом подъезде все хорошо. То есть мы в детстве играем в одинаковые игры. Мы в детстве знаем и отдельные русские, и отдельные татарские слова. Мы видим вывески магазинов на 2-3 языках. И это нормально и естественно. Поэтому мне хочется просто еще один пример привести, что учить языки можно очень по-разному. И вот наша модель, она даже не единственная. Вы знаете, я 11 лет жил в Финляндии. Там 2 государственных языка, шведский и финский. Шведов всего 6%. Почему я об этом говорю? Потому что у нас русских и татар примерно одинаково, и нам легче осуществить любую хорошую модель. Какая модель у них? Если есть финская, у них есть финские школы и шведские. В финской школе ребенок учит в 1-2 классе финский язык, в 3-м выбирает еще один язык. И учит в 3-м и в 4-м уже 2 языка. В 5-м выбирает еще один язык, учит уже 3 языка. И, наконец, в 7-м выбирает еще один и учит уже 4 языка. И в итоге может в какой-то мере говорить на всех 4. Но один раз из этих 3 он обязан выбрать шведский. Теперь, если мы пойдем в шведскую школу, то вначале они учат шведский первые 2 года, потом добавляют еще один и еще один, но один раз обязательно финский. И в итоге вся страна говорит на 2 языках, во-первых. А во-вторых, все знают много языков. Второй момент, очень красивый. Вы, наверное, знаете, что у нас много иностранных фильмов и мультфильмов. Вот. Они у нас, как правило, хорошие фильмы, хорошие мультфильмы переводятся, дублируются. Так вот, в Финляндии сделано не так. И во многих местах Европы сделано не так. У них есть субтитры. То есть хороший английский мультфильм, вот он появился, его переводить, это стоит очень дорого. А сделать субтитры очень дешево. И в итоге дети английский язык знают с 4-5 класса. То есть во многих зарубежных странах можно прийти, и тебе любой ребенок будет отвечать по-английски. У нас этого нет. И мне кажется, очень важно, чтобы, сохраняя все хорошее, нашу культуру, у нас прекрасные 2 культуры уживаются вместе и взаимообогащают друг друга, но и брать хорошее из-за рубежа. Вот. И языки – это то, что во всем мире считается чрезвычайно важным. Если в России всегда считалось чрезвычайно важным, из предметов математика, из человеческих качеств мастерство. Вы знаете, у нас не очень любят богатых людей, но очень уважают мастеров. И вот, мне кажется, что очень важно, что вот мы сохраняем важные наши
принципы, параметры, культуру и приобретаем, что хорошее, что есть за рубежом. Чем отличается татарстанский метод преподавания от финского, вот именно языков? Ну, вот в языках у нас очень долго не принимали коммуникативных методик. В 2016 году только вот впервые министр образования, тогда министром образования был Энгель Наварович Фаттахов, он впервые с трибуны сказал то, что необходимо использовать коммуникативные методики. Коммуникативные методики – это, попросту говоря, разговорные методики. Это когда вот я русский, рядом татарин, и мы легко можем чуть-чуть поговорить и по-русски, и по-татарски. И это чрезвычайно важно, потому что ребенку маленькому надо играть, а не читать книжки. Вы знаете, есть много методик, которых вообще считается, математику вообще лет с 10-12 надо учить. Вот когда ребенок немножко понимает, что такое абстрактное мышление, что такое А, Б, Х и так далее. Маленькие этого не понимают. И поэтому, когда маленького ребенка дают ему учебник и велят ему выучить там 10 слов к следующему уроку, это насилие над ребенком. Знаете, есть очень важная вещь, что если ребенку давать любимый предмет больше, чем полагается, он с удовольствием будет это делать. А если давать нелюбимый больше, чем полагается, появляются перегрузки. Так вот, поэтому необходимо использовать то, что в сердце, то, что в душе. И поэтому говорить и петь любит любой ребенок. Играть в игры любит любой ребенок. И это очень важно. Поэтому в методиках надо прежде всего использовать игровые и коммуникативные. Этого раньше не было, и только теперь появляется. Ну и наконец, я очень рад, что наконец-то, вот после этой встряски, то есть, ну, у всех вещей есть хорошие стороны и плохие стороны. После того, как вот всех нас тут встряхнуло, мы наконец поняли, что татарский язык надо изучать по-современному. Не просто вот заставлять учить 5 часов в неделю всех. Путь заставлять нелюбимое неправильно. Надо искать дорожку к сердцу каждого ребенка. И используя то, что татары любят татарский язык и любят татарскую культуру. И они с удовольствием кому-то расскажут об этом. То есть, если пригласить татарского певца, если пригласить татарского ученого, который может на родном языке что-то говорить, это чрезвычайно важно. Вы знаете, у меня есть друг Наиль Абузарович Афлетонов. Я вот назову это имя, потому что я глубоко уважаю этого человека. Он татарин. Он татарин, у него очень чистый, красивый татарский язык. И вот он говорит такую фразу, очень важную. С одной стороны, много говорит. Он может физику вести на татарском, и такое мы делали. Мы писали учебник физики на татарском. А с другой стороны, он говорит такую фразу, которую я могу сказать вот про русский язык. Он говорит, что, во-первых, я человек, и лишь в 15-х я татарин. Вот я то же самое скажу, что, во-первых, я человек, и лишь в 15-х я русский. Это, то, что я русский, для меня очень важно. У меня мама учительница русского и бабушка учительница русского. Но, во-первых, мы все люди. То есть, во-первых, надо использовать то, что нас объединяет. Это я про методики. В методиках надо использовать то, что нам приятно и радостно. Есть такая рекомендация Министерства образования вот этого года, по-моему, весны этого года, о том, что на уроках рисования, на уроках физкультуры должны быть позитивные оценки, то есть лучше бы тройки не ставить, и это должно быть в удовольствие. Вот это должно быть про татарский язык в республике. Что преподавать татарский надо всем, и русским, и татарам, так, чтобы это было в радость и в удовольствие. Этой рекомендации нет, но она должна быть. А вот для преподавания именно коммуникативным методом, каких пособий не хватает? Может быть, мультиков татарских? Вот конечно. То есть проблем с книгами у нас нет. У татар богатая культура, есть книги, есть авторы, все это есть. А вот не хватает вот таких вот чисто игровых и светлых вещей. Вот, может быть, опять же, есть же простые вещи. Можно взять какой-нибудь суперпопулярный английский мультик и поставить субтитры на татарском. Вот. И дать какое-то предисловие, дать послесловие. И дети будут с удовольствием смотреть этот мультик. И аккуратно, нежно входить в татарский язык. То есть нужны игровые вещи. Коммуникативные уже сейчас потихоньку начинаются, а игровых еще очень мало. А вот вы можете рассказать, как именно идет татарский урок? Да, конечно. Вот у меня есть любимый учитель татарского, Лайсан Фаридовна Гараева. Вот у нас вообще нет учителей татарского. И они все хорошие учителя, это интересные учителя. Но вот мой любимый учитель, Лайсан Гараева, мы с ней познакомились, когда она пела и танцевала. Это было много лет назад. Так вот сейчас она перед детьми может танцевать, показать татарский танец. Она приходит в татарской одежде. Понимаете, вот, что, важно все. Важно, что она всегда улыбается. Важно, что она много поет. Важно, что у нее много татарской музыки. Важно, что у нее много карточек, на которых что-нибудь разноцветное, красивое. Она с детьми играет в это.
Это вот самое главное, да. И второй пример, вот учителей татарского, как надо вести уроки татарского. Вы знаете, есть такая учительница Самигуллина Гузель Юнусовна. Вот. Мы с ней давно не виделись уже, но мы с ней были знакомы много-много лет назад, когда я только начинала, она только начинала. Тогда я пришел в Гопницкую, 25-ю школу, было тяжело, там резинками, мелками кидались. И вот была молодая девушка. Мы с ней познакомились. А когда я сюда приехал в 2011 году, я ее нашел. Я ее нашел и отдал свою дочку, которая была в 3 классе тогда, к ней, чтобы она учила татарский. Школа, слава богу, была рядом, в которой она преподавала. Через несколько лет Гузель Юнусовна стала заслуженным учителем Татарстана. А тогда еще не была заслуженным учителем. И вот она влюбила мою дочку в татарский язык. Представляете? Вот если человек любит этот предмет, она брала с собой на некоторые уроки. Я был очень занят всегда. И она иногда брала ее в другую смену на свои уроки. То есть есть много методов, как влюбить человека в предмет. То есть у нас много говорят о передаче знаний. Это неправильно. Знания важны, но это не во-первых. Во-первых, любовь к предмету. Если ученик доброжелательно и светло относится к учителю, это лучшая дорога в данный предмет. Вот у нас есть учитель, мой заместитель и моя ученица Анна Борисовна Маргулис. Знаете, она влюбила детей в биологию. И вот так в любом предмете бывает. То есть если человек любит свой предмет, он может передать любовь. А оттуда знания уже сами собой придут. Потому что ребенок способен сам воспринимать очень много. Вы знаете, как трава пробивается сквозь асфальт. Она же мягкая, а асфальт пробивает. Потому что она живая. И поэтому вот любовь татар к татарскому, любовь русских к русскому надо использовать, что это естественно передается. Не насильственно, через выучивание и зазубривание, а через любовь. А как вы оцениваете уровень вот этой любви в Татарстане? И как вы ситуацию в целом оцениваете? Я считаю, что нам просто повезло. Нам редкостно повезло, потому что, к сожалению, во многих местах языки умирают. Татарский язык не умирает. Татарский язык жив, прежде всего благодаря татарской деревне, конечно. То есть в городе, к сожалению, на татарском говорят мало. И говорят сейчас немножко больше, но мне кажется, что городские власти могли бы правильнее относиться к татарскому языку. То, что татарский язык не естественен в естественном общении, это ненормально. И то, что когда приходят какие-нибудь комиссии по татарскому языку, они ищут детей татар, чтобы поговорить по-татарски. Это неправильно. Надо со всеми детьми говорить светло и красиво. Надо и с русскими детьми улыбаться. Вы знаете, вот как поступают наши президенты? Они приезжают в гости и говорят несколько предложений на языке той страны, куда они приехали. И Путин приезжал в Татарстан, и Ельцин приезжал в Татарстан, и они что-то говорили по-татарски. И вот это очень важно. Очень важно, когда люди уважают и любят друг друга. И поэтому у нас в Татарстане ситуация очень хорошая в этом смысле. У нас, к нашему счастью, у нас деревня сохранила язык. Вы знаете, мы много ходим в походы, и вот когда мы приходим в татарские деревни, вот если там узнают, из какой мы школы, благодаря телевидению знают, что в школе Солнце сохраняют татарский язык. Нам бесплатно выносят молоко и угощают молоком. Я просто запомнил то, что бываешь, очень далеко от Казани, на Арском районе, далеко уже туда уходишь в деревни, где дороги уже только проселочные, где асфальтовых дорог нет. Нас там помнят, знают и любят. А какие ваши прогнозы? Вы сказали же сохранять деревни, а вот деревень все становится меньше, численность населения в деревнях. И какие ваши прогнозы в направлении развития татарского языка? Мне верится, что татарский язык будет жить очень долго. То есть столько, сколько будет жить русский язык, сколько будет жить английский. Я не знаю, что будет через 1000 лет. Может, вообще один язык будет единый какой-нибудь. Но на самом деле, почему еще важно сохранить татарский язык? Почему это важно и на десятилетия вперед? Потому что через 50 лет, через 80 лет у русского языка может стать та же самая проблема, когда заполонит нас английский язык. Вы знаете, я часто привожу эти примеры, так уж получилось, что я 11 лет провел в Финляндии. Там есть специальный институт, который придумывает соответствующие финские слова, когда появляется иностранное слово, внедренное в язык. Вы знаете, вы, наверное, помните, что раньше, когда мы говорили про компьютеры, мы говорили ЭВМ. То есть слово такое было. Сейчас это слово почти не употребляется. Это русское слово электронная вычислительная машина. Это русские слова. Это русское слово было заменено английским словом компьютер. Вот. И это нормально, что пришло слово компьютер. Но неправильно, что вот у нас в России никто не задумывался, что необходимо придумать адекватное русское слово, чтобы мы говорили не компьютер, а говорили какое-то русское слово. Вот в финском языке, как только появились компьютеры, люди сели, подумали, назвали «те это коны», «знаниевая машина». Короткое слово,
ЭВМ немножко, это аббревиатура, электронная система машина длинная, надо думать, какое слово придумать. Тут необходимо, чтобы ученые об этом думали. То есть очень важно, чтобы на будущее, чтобы русский язык был чистым, русским языком, чтобы татарский язык был чистым. Вы хорошо знаете, что когда татары говорят между собой, там одно слово из 10 будет русское. Вот. В этом, в принципе, ничего плохого нет, но вообще режет слух. То есть на самом деле лучше, когда татарская речь, она чисто татарская. Разумеете, еще лучше, когда человек может говорить и по-татарски, и по-русски, и по-английски. Но все 3 раза чисто. На чистом татарском, чистом русском и чистом английском. То есть очень важно, чтобы татары думали, не только татары, на самом деле, я говорил, это неправильная оговорка, чтобы мы все вместе думали, чтобы языки были чистыми, чтобы были аналоги русских слов, приходящих в татарский, чтобы были аналоги русских слов благодаря ввиду английского, чтобы были аналоги татарских слов, приходящих в русский. Ведь тоже не совсем правильно, что у нас много в русском языке таких заимствований. Это тоже не совсем правильно. И поэтому важно что об этом надо думать. Если мы об этом думать, то все будем думать, то будет все хорошо. И я верю, что оно так будет, потому что, вот к моему счастью, что вот татары, они, как бы это сказать, мирная нация. То есть к нашему счастью, мы вот 5 веков живем вместе, и кроме отдельных периодов, инспирированных снаружи, мы живем мирно и хорошо. То есть существуют семьи, где там мама русская, папа татарин, и это все возможно. Важно, чтобы при этом мы всегда помнили, что очень важно любить татарский язык, любить русский язык, не знать, не заставлять, а любить. Еще такой вопрос. Вы сказали же, что должны быть аналоги новых слов. А как же их внедрять вот в общество? Например, вот вы сказали компьютер, по-татарски это звучит сонак. Но никто так не говорит, да, хотя мы знаем. Да. Вот узкий вот круг смотрите, мы знаем. вот как это внедрять? Я прошу прощения, что я часто привожу, например, в Финляндию. Вот так получилось, что я родился в Казани, много-много лет жил в Москве, много-много лет жил в Финляндии. Вот у них есть 2 языка. Простонародный, разговорный и письменный. И вот дикторы на телевидении говорят только на письменном языке. Вот. А для народного языка есть особые правила, есть учебники. То есть надо просто разделять эти вещи. И надо, чтобы дикторы на телевидении использовали это слово «санак». Вот. Использовали это слово. Может быть, они иногда употребляли, может, картинку какую-нибудь повесили, о чем идет речь. То есть сказали, что вот, показали на компьютер и при этом принесли это слово. Вот все остальное не надо, а вот это надо сделать так. Надо, чтобы специально люди думали о том, как внедрять популярные слова и выражения в речь людей. Если в учебнике татарского языка в 1 классе будет написано и санак, и компьютер, и будут рисунки, ребенок это запомнит. Ребенок это такое вот создание, которое в детстве очень богато, он очень быстро развивается. Если это начать с детского садика и со школы, то это легко получится. Важно, чтобы вот в детском садике был нарисован, на картинке был нарисован компьютер, и чтобы было 2 слова написано. 2 или 3. Вполне можно делать и использовать идею, которую первый президент использует трехязычные школы, трехязычное понимание. Это все возможно. Я только про одно все время говорю, что это надо делать с любовью. Даже вот маленькому ребеночку надо этот компьютер показывать, и надо не заставлять его говорить это слово «санак», а просто, вот, чтобы стояла картинка, чтобы у родителей стояла такая картинка, но чтобы при этом стояло 2 картинки. Русская или татарская, татарская, английская, чтобы ребенок точно понял, чтобы его не заставляли, а чтобы это вот через сердце входило. Мне кажется, вот язык не может расти даже из-за того, что, например, вот информационные технологии, они же в основном на английском, эти программы, их даже на русский ты не переведешь дословно, все на английском, а уж на татарский тем более. Вот как можно решить эту проблему? А это не нужно ее срочно решать. Проблема, которая решается трудно, то есть пусть она будет. Но есть то, что решается легко. Есть народные вещи, народные обычаи, народные песни, не знаю, там красивые татарские произведения. Понимаете? Вот татарскую сказку «Шурале», надо, чтобы любой русский ребенок легко прочитал по-татарски. И компьютерные технологии, там на русский переводить тоже ничего не надо.
Другое дело, что надо постепенно делать так, чтобы была татарская клавиатура, русская клавиатура, английская клавиатура, и постепенно, с годами, с десятилетиями, все эти проблемы решаются. А в момент информационного бума, ну, пусть дети учат лучше английский. Это нормально. Важно, что надо, вот если появляется что-то, идущее снаружи, вот такое чужеродное, надо, чтобы усиливалась вот эта вот народная и родная струя. Надо, чтобы вот это не противоречило друг другу, а помогало друг другу. Я считаю, что то, что дети смотрят мультфильмы на английском, это помогает им учить английский язык. То, что дети начинают программировать, использовать телефоны с раннего детства, это тоже помогает им учить английский язык. И это тоже хорошо. Повторяю, что когда дети учат английский с 5 лет, они и русский знают лучше. И поэтому надо просто добавлять все эти языки вот так, как это естественно идет. И просто, вот я вот 18 раз повторю, надо делать это так, чтобы не заставлять, а делать это с любовью. Если делать это с любовью и не заставлять, все получится естественно. Я вот снова повторю пример, который я вначале сказал. Когда у нас некоторым детям мамы запрещали ходить на татарский, мы не сообщали об этом в детскую комнату милиции. Мы не заводили на них никакого дела. Они сидели рядышком, а дверь в класс была открыта. Двери должны быть прозрачные. Вот такие двери должны быть, чтобы дети могли легко видеть, чтобы мир был открыт. И тогда, когда дети смеются в классе, ребенок из коридора приходит в класс. Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.